Когда помогать людям становится призванием. 8 июня отмечается профессиональный праздник социальных работников. Они те, кто посвятил себя этому сложному, но такому важному делу. Обучить тому или иному мастерству, быту, да и просто поговорить. В преддверии праздника наша съемочная группа познакомилась с их деятельностью более подробно. В 2023 году, благодаря сотрудничеству Министерства труда и социального развития Якутии с Государственным комитетом республики по занятости населения, был реализован проект поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья на базе автономной некоммерческой организации «Сетим Единство». Что, ребята, мы готовим? Ничего речки. Ничего речки, да? Красиво, очень лепите все. Нравится вам готовить? Да. Научить полноценно жить тех, чьи возможности ограничены – одна из важнейших задач, сопровождающих соцработников. Они учат особенных людей простым для остальных, но таким трудным для них навыкам. Сначала раскатываю тесто, потом… Что там? Начинку, да? Начинку потом. И потом прижимаем. Хорошо. А каждый день, наверное, разное блюдо, да, готовите? Да, разные блюда. А вчера что ели, например? А вчера мы кушали куриный супчик. Это на ужин? А на обед? На обед. А сегодня на ужин что у вас запланировано? У нас картошка с курицей. Мне 12 лет. А я уже тут работаю уборщиком в помещении на 3-м этаже. И еще скоро буду кофе-автоматы работать буду. Только скоро. Я работаю уборщиком. Мне нравится работать, полы мыть, цветы поливать. А скажи, пожалуйста, на что ты тратишь свою зарплату? Я трачу, мама даю еду купить. Основная цель организации заключается в содействии людям с ОВЗ в их стремлении к независимой жизни и профессиональной самореализации. Организация предоставляет специальные квартиры, где люди с ОВЗ могут практиковать самостоятельную жизнь в безопасной и поддерживающей среде. Это позволяет им развивать необходимые навыки до того, как они начнут жить самостоятельно, а также учиться принимать решения и нести ответственность за свои действия. Здесь у нас сопровождаемое проживание, где проживают 12 ребят из интернатов. Есть у нас тренировочные комнаты, где ребята, которые живут домашники наши, и они приходят к нам в гостевом режиме, ночуют вместе с ребятами и учатся самостоятельной жизни. А 8 у нас остальные ребята уже перешли на самостоятельность и живут у себя дома в квартирах. В настоящее время 50 подопечных живут и трудятся в стенах современной альтернативы дома-интернат. Каждому из них предоставляется отдельная комната со всеми удобствами. Мне 19 лет. Я работаю керамистом. Но за свою зарплату купил телевизор. В свободное время играю в ноутбуке. И мне тут нравится. В моей комнате находится телевизор, вот, и ноутбук. Любишь читать, да, Человека-паука? Да. Фантастику читаешь, да, в основном? Да. Также мы видим, что у тебя вот на стене фотографии. Это кто на них изображен? Это, мои друзья там, и школы, которые… От выбора профессии до работы по специальности. Сопровождаемые после прохождения адаптации и социализации успешно трудятся на открытом рынке труда. Жила я сама в доме сопровождаемого проживания. Приехала я с Максагалоха с 2021 года. Вот. Этот проект меня научил быть самостоятельной, научили финансовой грамотности, то есть экономить, путешествовать.
Работаю я на открытом рынке, научили меня работать на открытом рынке, бытовыми навыками. А где работаете сейчас? Сейчас я работаю в организации «Оно сетим». Сопровождаю ребят. Работаю в компании «Скиф», рыбообработчиком. В настоящее время сейчас у меня оплачиваемый отпуск. Изначально я тут проживал, здесь, в этом доме сопровождаемого проживания, а потом с 2023 года уже получил новую квартиру и теперь провожу там самостоятельную жизнь. Приехал сюда в 2021 году, «Оно сетим» в проект с города Алёкминска. То есть меня выбрали на самостоятельную, то есть учиться на самостоятельную жизнь. И вот теперь я за вот это время я уже сейчас спокойно передвигаюсь по городу, то есть оплачиваю и проезд, и оплачиваю и коммунальные услуги. Мы, значит, сейчас и тратим на продукты тоже экономим. Вот. То есть меня здесь всему научили, я уже самостоятельно и супы готовлю, и самостоятельно передвигаюсь по городу. «Оно сетим» играет ключевую роль в обеспечении равных возможностей для людей с ограниченными возможностями здоровья, помогая им развивать необходимые навыки для самостоятельной жизни и обеспечивая поддержку в трудоустройстве. Такие организации способствуют социальной интеграции и улучшению качества жизни своих подопечных. Мы организация, некоммерческая организация «Сетим Единство». Наша организация помогает людям с ограниченными возможностями здоровья адаптироваться к современным условиям жизни, социализироваться в обществе и сопровождает по всем вопросам. В нашем отделении всего обслуживается 50 получателей социальных услуг, и из них 18 ребят переехали из интернатов и проживают у нас. И они все являются сиротами. Важным аспектом работы является предоставление психологической помощи и консультаций, которые помогают людям справляться с эмоциональными и социальными трудностями. Психологи и социальные работники помогают участникам преодолевать барьеры самооценки и уверенности в себе. В данное время уже научились активно работать на тренингах, и на индивидуальных консультациях очень активные, отвечают, выражают свое мнение. А когда вот только впервые пришли, они были не уверены в себе, не умели выражать свои мысли правильно. А сейчас уже все научились, могут выразить правильно свои мысли, что хотят. Уже даже речь, словарный запас очень вырос. И мы в основном упор делаем на трудовую мотивацию, установку, подбадривание, поддержку, чтобы они хорошо работали, чувствовали себя уверенно. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что создавать рабочие места для людей с ОВЗ – задача всех уровней государственной власти. Это было закреплено на всероссийском голосовании за поправками в Конституцию Российской Федерации. Трудовая мастерская «Арт-Сетим» не только обеспечивает рабочими местами, но также помогает продавать произведенную в мастерской продукцию через выставки-продажи. Мы с ребятами создаем изделия из глины. Сейчас вот как раз готовимся к цеху, лепим балаганчики, окуриватели для дома. Работа с глиной развивает мелкую моторику, усидчивость, терпение. Ребята общаются между собой очень хорошо. Нравится им работать, приходят с удовольствием. Мне 30 лет. Здесь я работаю программиста, и я хорошо вот этот поясок. И поясок хорошо, когда-нибудь. А какие цвета вы выбрали? Выбрала я коричневый сперва и оранжевый посередине. Нравится ли вам здесь работать? Хорошо, тут работать надо. Поработать надо, работать здесь надо хорошо. Нравится работать. Я зарплату получаю. А что вы тратите? Куплю на телефон
К цеху также готовятся и швеи. В мастерской они изготавливают текстиль для кухни и различные изделия, в том числе олбох. Такой олбах размером будет 45 на 45. Сюда входит у нас ровно 8 вот таких квадратиков. Основные цвета у нас темно-зеленый и желтый. Да, Машенька? Ага, не спеша работаем. Да, работаем по шаблону. И будем распределять, вот и дадим девочкам, да, готовые наши детальки. Машенька, подожди-ка, от уголка к уголку соединяем. Вот. Очень сложная, трудоемкая работа, вот это олбах шить. Олбах мы сначала отмеряем там сантиметры там и детали. Да, нравится шить. Отдельно там шьется. То есть вот эти вот сначала создаются лекала треугольников, да? Да. А затем? Потом шьем. Каждую это шьем отдельно. К какому празднику готовитесь? Песах. Мы от простого к сложному тихонько идем. Вот. И вот нынче мы познакомились с конским волосом и берестой. Девочки вот шили туесок своими руками впервые в жизни. Им очень понравилась вот структура бересты. Они говорят, что она очень теплая. Мастерская имеет все необходимое оборудование и расходные материалы. Весь процесс курируется опытными наставниками, а продолжительность рабочего дня составляет 4 часа. Организация сотрудничает с различными предприятиями, которые готовы предоставить рабочие места для людей с ОВЗ. Мы также очень тесно сотрудничаем с Центром занятости. И каждый год мы участвуем в программах Центра занятости и оснастили наши трудовые мастерские. И здесь ребята в сопровождении мастеров работают. И по соглашению акционерного общества «Золото Селигдара» ребята получают заработную плату. Работа соцработников не только меняет жизни подопечных, но и способствует созданию более инклюзивного общества. Организация «Сетим» продолжит и дальше выполнять свою важную миссию по поддержке особенных людей.